Этот башлам настоящий или с Алиэкспресс? Самый настоящий. Все, хорошо. Джадж, Боба от пати, муджайдов совсем не осталось. Маджахеды под коряку зашли. Мне просто на этот момент, чтобы Такой джихад как бы, объявить кафиром, хотя бы рядом с нами. да, ну я как бы таким отношу вас к друзьям своим, хотя ну, вы меня не знаете, ничего, но считаю вас за хороших людей, друзей. Вот. Но у меня другой вопрос, ну, относительно веры, вот, веры в Бога. Я понимаю, Вендетта, но твое отношение, да? Я просто, когда смотрю вот на, когда идет в эфирах критика ислама, да, вот эти аргументы все, которые идут против критики ислама, они вот такие же самые с позиции христиан. Такие же вот, как у вас претензии. Вот я, например, за тобой наблюдаю, ты в точку прямо бьешь, ты не задаешь лишних вопросов, как бы в дискуссии, но прямо подмечаешь как бы такой острый момент, где ты абсолютно как бы не будешь ни в каком случае соглашаться с этой позицией, да? Вот и это вот я, ну, может, вам покажется, что я как бы христианство навязываю. Нет, я просто для себя хотел узнать отношение вообще к вере в Бога. У вас же есть вера, ну, Ну, Творца, да? я могу сказать, что я больше стал верующим, чем раньше, когда я был. Да. Когда я себя не был, а относил к религии ислам. Я когда относил себя к религии ислам, я не был верующим. Я был Да. утверждающим, что есть Аллах, что был Мухаммад, что мы должны... А сейчас я как раз-таки стал верующим, когда это все Да. отбросил, все эти ярлыки. Но сейчас я 100% верю Создателю, все Отца и Творца. А можно во Да. Христа уверовать? Я плохо слышу. Я плохо слышал. Маршал, думаю, меня слышно? Да, Сейчас я маршал. слышу, но... Шахаду во Христа можно произнести? Конечно, во имя Отца Сына Уха, Аллах воскресе нашего Государя Павел, ну, как это, святого подай файлом из магии, такой тоже есть. Шахада. Очень. Ну, шахады нету. Шахады не существует вообще. А как На самом деле стать, шахад... например, христосовский жамат, как перейти? Ну, это такой вопрос уже, во-первых, Ибрагим, да? Да, приветствую, Да, Алекс. я вот хотел спросить, вот, я первый задал вопрос, но насчет веры в Бога. Вот, как, например, ты скажешь насчет веры в Бога? Любой Дэл, да? Ну, Ну, вот вера почему-то это верить. я почему-то отношу вот, как вы называете, Дэл, да, Бог. Я почему-то вот я с другими христианами не дискуссировал насчет этого темы. Может, меня анафеме там предадут, но мне кажется, это тот же самый Творец, что и Творец, вот я как считаю, Творца. Потому что вот те же самые ну, нравоучения, они как бы идентичны. И вот какая разница, как называют, например, некоторые там считают там, как назвать, как там креститься, как обозначить, как произнести правильно. Ну, а сама суть-то, если она не меняется, это же и есть сам смысл остается.
Вот если верит человек, он или на другом языке говорит, или по-другому интерпретирует, сама суть-то остается. И вот если взять позицию, например, там, ну, благочестие, да, там, добродетелей, она же остается той же самой. Вот. Поэтому, ну, вот у меня вот лично такое отношение, что как будто вот, да, ну, много что можно сказать, но я смотрю, что не знаю, какая реакция будет. Вот. Да, у меня именно взгляд, как будто у вас вот христианская позиция, ну, как будто вы сами без Христа, просто остались, ну, как, не знаю, как сказать, вот, самого Христа вас лишили, потому что вот исторически, я вот насколько смотрел, в VII веке у вас было уже христианство, и по археологии вот это доказывается все. Как и в Грузии, так у вас еще раньше, чем и в России, раньше, чем во многих европейских странах, у вас уже были вот эти вот очаги христианства довольно-таки сильные, что осталось даже в архитектуре. Вот. Это факты. Вот. Но каким-то образом это все лишили. Но у меня вопрос как бы такое вот объективное отношение к Богу, да. Я думаю, что это важный вопрос. Почему? Потому что вот, например, если ну, такое делать социальное общество, допустим, демократическое, всяких, без всяких направлений, без всяких ориентиров, ну, здравых таких, то это общество мы вот фактически сейчас наблюдаем Европу, да, она теряется, это общество. Когда Не-не-не-не. Это, Алекс, общество теряется, когда оно теряет интерес к национальной самоидентичности. Без религии общество не теряется. Когда с национальных рельс сходит любой народ, оно превращается в какое-то быдло масса. А религия как раз-таки создана управлять этими быдломассами, когда национальный интерес уходит, национальный отодвигается с первых позиций на другую. Эту массу можно управлять какими-то... Эти религии созданы людьми, чтобы управлять этими массами. Ни одна религия, ни одной религии нету, которая доказана, что она от Бога. Ни одной. Вендетта, вот смотри, вот такой момент, вот я про Не, своих просто, расскажу, своих Алекс, людей. почему в самом древнем народе на нашей планете, который сегодня существует, это наш народ, Нохчи, в нашем словаре нету слова религия. Почему? Ну, религия это же, наверное, латинское больше, как если Разделяй и интерпретировать, властвуй. наверное. Религион. Разделяй и властвуй. Религия это как бы вера, наверное, больше переводится. Но ее Не-не-не-не-не. уже Вера к религии никакого отношения не имеет. в этом я согласен, что вот сейчас какое оно приобрело значение, религия, оно не имеет значения. Вот я просто расскажу, Вендетта, я думаю, может, тебе как бы это, ну, понравится, не понравится, но просто вот этот факт ты, может, просто учтешь как бы для себя. Вот смотри, мы переехали, я в США живу сейчас, да, мы переехали как беженцы. И вот наши люди, вот в наших, я с протестантов сам, в наших общинах мы Ну там не смотри, принимали там, присягу. смотри, там, где я нахожусь, Да, я могу себя не ассоциировать. Я могу себя не ассоциировать с беженцем, потому что сами немцы, германские народы и скандинавские народы, сами говорят, они могут привести факты тому, что их предки переселились вот эту Европу с Чечни, с Кавказа, и сейчас из Чечни, 2000-2500 лет назад. И у них есть, своим словам, факты. Не балабольство, как у религиозного дятела,
а факты научные, археологические раскопки. Я могу себя ассоциировать с этими европейцами. Я могу сказать, что я не бежен, что я ваш, как и ваши предки, которые сюда. Я просто переселился сюда. Я могу своим Ну, словам тоже привести факт. да, у меня как бы другая мысль, Вендетта, смотри. Я просто хотел сказать, что относительно вашего народа, вот смотри, наши общины, они, вот мы, молодые парни, когда уходили в армию, я, глядя там на своих братьев, они не принимали присягу, и я тоже не принимал присягу. Почему? Потому что, ну, у нас в основном как бы учение было как пацифистов. Не убивать ни в коем случае, как бы Господь дал жизнь, мы не убиваем. То есть мы не участвовали вот в этих всех разборках, сажали в тюрьму наших братьев, там, убивали их там, но они не участвовали все равно. Я по статистике в США приехал около 600 тысяч наших вот братьев и сестер с семьями, всеми. И много там осталось. Вот. Это тоже не маленькое количество людей этих, которые, ну, все-таки их незаметно, но они оказались обществом. И вот они, я думаю, даже имеют какое-то влияние чуть-чуть сейчас уже начинают, ну, более чем раньше. Раньше при Хрущеве вообще он говорил, что там не будет верующих скоро, там не будет религиозных людей. Называли темных, смеялись там темными, там необразованными, хотя сами не давали возможность получать образование нам ни в институты, никуда там, знаешь, если не комсомолец там, если там ничего не позволяли это делать. Вот. А поэтому знаешь, что делали наши предки? Обучали каждого ребенка, например, девушку, обучали 100-150 профессиям. А уже подросток, уже совершеннолетие, когда ходит, ну, когда мужчина уже становится, когда роду, я как называю, его обучали 200-250 до 300 профессиям. Представляешь? Ну, это Сельскохозяйственное, полностью скот, лошадьми, все имеют, вообще всем профессиям, ветеринары, вообще по всем направлениям готовили к взрослой жизни. Не ждали, что пока какой-то институт построят и там будут чему-то учить, а из уст в уста передавали все, просто переливали из одну голову в другую, всю информацию. да, знаешь, у нас как бы чуть-чуть, видишь, у вас такое уникальное общество, как бы вместе вы держались, и у вас так, ну, настолько оригинально. Я не знаю, почему, ну, люди не обращают внимания на вас, многие. Ну, сама культура очень уникальная. Поэтому вот я смотрю, вот наши, вот протестанты, христиане, мы, понимаешь, мы по-другому формировались. Мы выходили вот из народа, вот из этих, из коммунистов там уходили, а потом Алекс, можно бывшие, поинтересоваться, извиняюсь, что перебиваю, вы вот, вы по ну, национальности да. кто? Ну, у меня отец белорус, а мама русская. Вот. А, И мы вот собирались из разных как бы сословий, из разных, у кого-то разваленные семьи. Вот люди откликались вот из этих искалеченных, вот из этих всяких семей, там, э, ну, вы знаете, как Россия находилась вот этом, тоже вот атеизм и, ну, жестокие времена все-таки были, и люди находились, которые искали все равно правду, как симпатизировали, вот, ну, искали истину. Не то чтобы, я вас скажу,
Я вот помню наши общения, и не то, что там адом кого-то запугивали, или там раем, люди даже не понимали чуть-чуть, как бы их даже мало интересовало вот это. Какой там рай, Бог знает, какой он там будет. Мы знаем, что Бог не подведет, а как там будет, не знаем. И как бы вот такое состояние, когда не давали образования там, или, например, одна Библия была на всю общину. Вот, например, 200-300 человек, одна Библия всего. И то за нее, если найдут, наказывали. Поэтому, ну как, и проповедники были такие некоторые неграмотные, но все равно общество постепенно развивалось и уходило вот от этого, ну как, безнравственного такого, жестокого. И я вот смотрю результат, все-таки я вижу результат, ну, на данный момент есть общины, есть и недостатки, но я понимаю, что мы же как бы вышли из разных вообще сословий, разные судьбы там, ну как бы, и вот всех это объединило, вот это желание чистоты, желание правды, вот. Поэтому мы нашли это вот, ну, Вендетта, может, будет спорить, что там религия. Я не отношу это к религии. Вот. Я не отношу это вот в современном понимании религия, как это люди религиозные как бы сделались некоторые даже противниками Создателя своего. Взяли вот Писание и интерпретируют по-своему, и вообще получается полный бардак. Вот, ну, мой вопрос как бы относительно веры вот был к вам, и потом вот социальное общество, может ли оно развиваться без каких-то норм, стандартов? Я думаю, что нет. Я думаю, что не может. Вот глядя на современную ситуацию, например, я вот скажу, очень часто вот христианский наш протестантский мир вот здесь в США, да, они добиваются, например, против, ну, абортов, потом против генетических модифицированных вот этих всяких Можно, программ. Алис, меня слышно, я приветствую вас. Очень Да, тяжело да, вас, конечно. тяжело вас слушать, вот эти ваши аргументы, то есть, не, в кавычках аргументы, потому что опыт Швеции, Японии, Норвегии и других ряда стран вот, доказывает обратное. Просто, ну, как-то ну, тяжело слушать ваши, это не аргументы. Ну, а какие, например? Вот смотрите, я скажу, например, наука развивается сейчас, да, и геноинженерия тоже развивается. И представьте, если, например, вам в будущем времени скажут, давайте мы, чтобы исключить, допустим, некоторые заболевания у вас, мы поменяем ваше ДНК, к примеру. Мы уже как бы достигли научного такого уровня, что будет Окей, возможным, чтобы там... я понял вас. Вы Да, предлагаете остановить развитие технологий. нет, 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 но какие-то вот такие моральные нормы, допустим, что человек, он должен оставаться человеком. И его Так, они, ДНК не должно скрещиваться с другими какими-то творениями, да, не должны. Допустим, абортов не должно быть. Вот такие моральные такие грани, они... ничто не остановит. Алекс, это ничто не остановит. Развитие науки, прогресса ничто не остановит. Потому что
чтобы мы сейчас оказались с телефонами в руках, в будущем люди там еще чего-то достигли, именно надо тыкать во все тыкания. То есть наука должна тыкать везде без ограничений. У нее не должно быть ограничений. Она и в ДНК будет залезать, и в гены будет залезать, и куда угодно будет залезать. Это неизбежно нужно, чтобы развивался прогресс. Надо понять, что происходит, если залезть в ДНК. Если наука придет к выводу, что залезть в ДНК это плохо, то есть опытным путем докажет, что это вредно человечеству, там, самому человеку, организму, она остановится. И все. Если брак религия разрешает брак двоюродных кузенов, да, и опытным путем люди пришли к выводу, что это вредно, это плохо, рождаются всякие, с отклонениями дети. Все. Вот это опытным путем это приходят люди к этому выводу. То хотя даже религия разрешает это. Также наука, также дальше наука, если залезет в ДНК и в гены и придет к выводу, что, то есть не просто к выводу, а к экспериментальному результату, что это для человека вредно, у него там отпадет рука, он станет каким-то шизофреником, и он станет каким-то там, пойдет нападать на людей вследствие этого. Придет к выводу, это заключение, этот вердикт будет зафиксирован, и этот процесс остановится. То есть потому что он будет вредить. А наука движется куда? Не во вред, а улучшение. Прогресс это всегда улучшение. Да, там бывают побочные эффекты, поэтому что бы вы там ни говорили, там морали, какие-то религии, Иисусы и так далее, наука будет тыкать везде, куда надо и не надо. Это неизбежно, это как бы сама природа. Сама природа так устроена. Вы только диктаторство можете остановить. Вот этот вот ислам, допустим, в частности, он остановил прогресс на 1500 лет в мусульманском, исламском мире. То есть исламский мир это что такое? Это люди. То есть около 2 миллиарда человек на данный момент, они остановлены в прогрессии, они не хотят развиваться. Потому что им ислам это запрещает. Я задам вопрос. Приводит религию. А вот эта наука, вот это то, что вы сейчас в США живете, с телефоном, айфоном ходите, и вот сейчас мы с тобой разговариваем, вот это вот наука, это прогресс, потому что наука не стала останавливать, она тыкала везде, и в мозг, и в ДНК, и залезала в атомы, и всякие там нейроны и так далее. Вот к чему приводит наука. А если бы религии присутствовали бы, мы сейчас с тобой не общались бы, ты не был бы в США, у тебя не было бы айфона. Просто тяжело вас слушать, просто уже надоело вот, слушать вас, очень тяжело. Вы приведите четкие аргументы, не проповедь, а аргументы. Вот, допустим, опираясь на такой-то стих, на такой-то аят, человечество получило вот такой мощный, хороший результат, которым теперь мы пользуемся. Приведите четкие аргументы. А так это вот болтовня, она, извините просто за эту грубость, но вот это, она как бы просто вот разговоры, болтовня. Наука показывает результаты. У нас в руках телефоны. Мы сейчас с вами общаемся. Вот это результат. Покажите результат религии, что принесло хорошее для человека конкретно. Вот человеку вот это вот четко принесло какой-то... Хорошо. Мы будем разговаривать с аргументами, проповеди мы слушать не будем. Да, я не хочу проповедовать, правда. Я вам скажу, что много университетов хороших создали именно христиане на христианской основе с христианскими принципами. Неправда. Не говорите. Это правда. Это правда. Все.
Это правда, что вот, ну, многие ученые, Это такие как люди Эйнштейн, да? университеты создали люди своими мозгами, не опираясь на Да. христианские учения, а просто люди Не-не-не, своими мозгами. я не про... Когда христианство, как и ислам, запрещало развитие науки в средние века, когда люди решили, что надо как-то прогрессировать, они чуть-чуть абстрагировались от этих христианских учений, и пошел мощный технологический рывок, в котором мы сейчас оказались, опять же, повторяюсь, с телефонами в руках, и мы с вами общаемся. Да, Марго, я вот... смотри, например, если наука разовьется до такой, ну, хорошей степени, что она уже будет как бы в ДНК менять некоторые такие моменты, которые позволят уже двоюродным жениться. Допустим, какая-то моральная линия будет, чтобы удерживаться от этого? Или, например, там В чеченском родственники. обществе как раз таки будет. Потому что Да, вот наши предки не дозволяли в свое время жениться даже из одного типа, который да, я достигал вот даже несколько сотен тысяч человек. Не то, что там на двоюродных, троюродных, а из одного типа. Это был стыд да, и вот позор. Объясняю, Алекс, объясняю. Вот в частности чеченское общество не просто биологический запрет, и не потому что запрет как бы запрет, лишь бы запретить, не просто хотелки. То есть структура чеченского общества устроена по-своему, и если женятся кузены, то получится, что, допустим, вот дядя или тетя, они становятся тещами и тестями. А если такое происходит, это полностью структура чеченского общества, она теряет свою основу, на чем она строится, и чеченское общество перестает быть обществом чеченским, ее надо переименовать. Это уже будет другое какое-то да, явление, другое образование. Вот есть то несколько есть, факторов, в частности, чеченское общество не пойдет по этому пути. Иначе оно будет вообще полностью видоизменено, название будет другое, все будет другое. Это будет другое уже что-то. да, то есть существуют определенные понятия, которые удержат вас от этого. Вот Не даже если просто, научно, не понятия. Понятия, они меняются. Ты не понял. ну, Вот есть такое я так сказал, это народное, как бы, да, ты да. посмотри на Я это, допустим, извиняюсь, вот если я, кристаллическая решетка. Вы знаете, что такое, да? ну да, да, Кристаллическая. Вот кристаллическая. Вот вы представьте, что вот этот народ, структуру этого общества, это как кристаллическая решетка. я не слышу. Если ты да, и потому что вот эта кристаллическая решетка именно вот так вот она структурирована, так она соединена вот между своими деталями, вот звенья, да, поэтому вот этот атом называется железом. Или если по-другому кристаллическая решетка как-то образована, Да, она называется кислородом. Или если по-другому образован, то свинец. И так далее по списку Менделеева, да, таблицы. да, То есть, я вот более да, доступно объясняю. Чеченское общество, представьте, это кристаллическая решетка. И если вот одну вот эту часть, то есть ее, которую мы называем женитьба на двоюродных, и меняется вот этот момент, что дядя называется тестем, а тетя называется тещей, это меняется кристаллическая решетка, и теперь, будучи до этого на основе этой кристаллической решетки вот этот названием, допустим, свинец, теперь, если его изменить, женить двоюродных и назвать дядей, там, тестей и так далее, то теперь это будет уже не свинец, а какой-то там палладий. Понимаешь, о чем я говорю? да, понимаю, да, да, понимаю. Так же, как из угля алмаз образуется в вакууме, да, меняют кристаллическую решетку, и делают алмаз.
Да, я полностью понимаю, как бы, вот я поэтому и говорю, вот существует научная линия, но существует еще и наша человеческая тоже линия, где, например, нельзя позволить, чтобы наши ДНК менялись с каким-то животным, или потом это принесет какую-то пользу от этого. Вот. Тоже существуют такие ну, определенные такие нравственные барьеры, которые они должны, я думаю, существовать. И почему я вот говорю это, что ну, если убирать из логики, из мышления Бога, Творца, то вообще логика по-другому начинает работать, абсолютно выводы другие делает. Ну, опять же, Творец должен быть тоже правильный. Вот. И если в этой логике есть всемогущий Творец, Создатель, добрый, то логика и мышление по-другому вообще работает. Я думаю, вот эти беды постигают человечество тоже из-за того, что человек нарушает это все, нарушает Алекс, это божественные. ваше личное мнение просто, ну, это не аргументы, вы просто вот говорите, это не аргументы, это просто ваше личное субъективное переживание, эмоции, какой-то опыт жизни, что-то вы прошли, и вот ваши это какие-то, знаете, это даже не вера, а какая-то надежды, хотелки, было бы вот так хорошо, было бы вот так лучше. Это хорошие, конечно, ваши стремления, да, вот как бы желать всем добра, чтобы все было хорошо, никаких вмешиваний в ДНК и так далее, там никаких войн, пацифизм. Это просто, ну это всего лишь, это ваши субъективные пожелания, они никак не влияют, понимаете, они не влияют ни на что, они просто вот ваши просто личные эмоции и переживания. Там и Ну, остаются. они основаны у меня не на моих, но фантазиях, а вот они основаны у меня на писаниях, на каких-то, да, у меня и практика была тоже. Вы сейчас наступаете в капкан. Ну, вы же не сможете ничего доказать. Понимаете? Тут вы уже провалитесь в яму. Вы не сможете доказать свои писания. Вы не сможете доказать, что основываетесь на истинном Писании от Бога. Тут Ну, вы например, все... почему? Почему? Например, если вы знаете, что самые древнейшие писания, которые свитки существуют, какие-либо религиозные, это в иудаизме как раз, то, что относится к Торе, вот, самые неповрежденные, самые многочисленные рукописи, это как раз вот это, то, что о Боге сказано. Окей, Вот, окей. это иудейские писания. Кто их написал? Их писали пророки, писали, я думаю, что писали левиты, которые... Давайте без этих вот, тумана, без тумана. Кто написал эти свитки? Вот эти свитки, о которых вы говорите, кто написал их? Ну, вы знаете, как свитки писались, да? Свитки, если писались, и там каждая буква была под номером. И если в конце свитка... Кто написал свитки? Бог написал, сатана написал, кто написал? Ангелы? Нет, это люди, которым было верено священное писание. Давайте, вот Да. люди написали, да, люди, все, зафиксировали? Да. Зафиксировали, да. Откуда мы знаем, что это люди написали? Ну, ведь так же само можно такой же вопрос к Нохчала применить, правильно? Нет. Давайте Так же самое можно же сказать. Нет. Ну, если мы можем то же самое сказать, будем сейчас бегать туда-сюда. Откуда мы знаем, что эти свитки написали люди? Ну, хорошо, я скажу, вот было пророчество об Иисусе Христе, то, что умрет Христос. Алекс, очень трудно с вами, тяжело разговаривать, вас буду останавливать. Было пророчество, Да. вот это вот, было пророчество. Откуда эта информация?
Ну, оно записано, оно существует, запись этого. Давайте потихоньку. Так, вы сказали, было пророчество. Вы сказали, теперь это Да. записано. Где это записано? Да. Это Исайя записано. Вы можете search сделать. Далеко не уходите, Там- далеко. там- Всё. Подождите. Встаньте на мою волну, на мою частоту, выйдите. Написано? С кем написано? Написано пророками и окружающими их людьми, которые участвовали в этом, записали это. Писари были и пророки были. Вот. Где написано, Написано. что люди, вот эти пророки, где написано, что это пророки были? Исайя был пророк, да? Подождите. Нет, вы опять на Да. частоту уходите. Где написано, что были пророки? Ну, там повествование же, я же говорю, Тора, существует Тора. Опять вы не уходите. Повествование, хорошо. Какие-то есть повествования. Кто написал эти повествования? Написали пророки не по собственной воле, а по указанию Божьему. Подождите. Пророки. Кто сказал, что это пророки? Они признавались пророками в обществе израильском. Где это написано? Нет, давайте последовательно. Где написано, что это пророки? Где написано, что они признавались? Откуда эта информация? Тору, вы просто Тору открываете, и там написано. Тору кто написал? Разные пророки. Я понимаю, вам трудно. Вам трудно сейчас. Подождите, Тору теперь. Мы подошли к Торе. Тору кто написал? Давайте. Ну, я же говорю, что это писали пророки. Окей, по указанию. Подождите. Вот мы уходим. Написали пророки. Где написано, что написали это пророки? Что были пророки, что написали пророки? Откуда эта информация у тебя? Ну, эта информация хранилась, это передавалось, эта информация очень тщательно. Никто с этим не спорил. Вот, например, Откуда информация у тебя, что она передавалась тщательно, хранилась? Откуда у тебя эта информация? Хорошо. Я вот, некоторые вещи, не скажу, сказать, что изучал, но некоторые вещи я искал информацию об этом и узнавал, как это все делалось, как это тщательно переписывалось. Вот это интересно. Где ты это прочитал, откуда эта информация, где ты что-то тщательно переписывалось, все, что ты говоришь, откуда? Да, вы можете узнать все по текстологии. Есть наука, текстология такая наука. Подождите, надо закончить логическую цепочку. Я могу узнать откуда. Да, скажите. Откуда я могу узнать то, что вы сейчас говорите? Ну, во-первых, там последовательная мысль. Вот. Во-вторых... Нет, откуда? Вот вы откуда-то это говорите, откуда-то взяли это, да? Дайте мне вот этот источник, откуда вы, я тоже хочу оттуда получить информацию, которую вы сейчас озвучиваете. Хорошо. Ну, это тогда можно на следующий раз перекинуть, я найду эту информацию. Она есть? Она вообще есть эта информация? Есть, конечно, да, есть. Есть текст. Зафиксирую. Где-то есть информация. Кто ее написал? Информацию о этих текстах, да? Или что именно, кто написал? Вот, или само говорили, послушайте, просто головой включите свою логику, о которой вы говорите там. Мы потихоньку подошли к тому, что есть где-то информация о том, что вы до сих пор все это говорили, о пророках, что где-то что-то написано, что это передавалось, это все это хранилось. Вот это вся вот это, что набор вот этих слов, вы откуда-то вот это озвучивали и откуда-то вы взяли. Теперь мы пришли к моменту, что где-то есть это источник,
откуда вы все это взяли и теперь здесь озвучиваете. Вот этот источник, Хорошо. где он, дайте мне ссылку или что-то. Марго, можно 2 Как минуты, да? вот Можно и 2? как это называется? Скажите, как это называется просто? Вот, название какое-то. Что это? Дайте. Да, существует, ну, есть очень много критиков, очень много исследований, ученых занимались текстами Писания. Вот. И есть такая наука текстология и Писание. Алекс, подождите, вы теперь, вы, получается, основываетесь на каких-то атеистах, ученых, которые исследовали тексты, да? Разные, да, даже атеисты подтверждают, что очень много подтверждают, что именно... Ваша доказательная база, которая у вас в голове, якобы доказательная, она основывается на современных ученых, атеистов, агностиков. Нет, можно 2 минуты, да? Вот мне доказывать не надо. У меня доказательства. Я верю Богу, я верю в чудеса Божьи. У меня были чудеса в жизни. Вот, у меня дочка болела, 10 Ну лет все, было. Алекс, подождите, нам не интересно то, что у вас там в голове. Вот как раз Да. таки, вот это ваша вот вера, то, что у вас там личные какие-то переживания, мы же Да. вначале Ну, об этом говорили, вот эти ваши личные выводы, личные, субъективные, у вас в голове, вы Да. что-то видели, это остается у вас в голове. Она Я не понял это, распространяется да. на остальное человечество. Не-не-не, Это могут быть я ваши знаю, сны, что это это... могут быть ваши эмоции. Да, Это не да. факты, Алекс, послушайте. Субъективность и объективность, понимаете, разные моменты. Это ваши личные Да. Ваш сон, какой-то увиденный, ваш сон, он не является доказательством, во-первых. Во-вторых, я даже не знаю, у нас нету возможности, механизмов подтвердить, что именно этот сон вы видели. Вы можете сказать, что я видел там, вот я на тракторе еду, где-то во сне. Да, я могу просто сказать, ну ладно, короче, хорошо, молодец, но мы доказать этого не сможем. Это у тебя только в голове это будет, это только ты будешь знать. Я Это понял не имеет это, я значения понял. для остальных людей. Да. Марго, просто ты спросил меня, например, как ты убежден. Мне не надо убеждаться, я убежден уже. И, например, относительно этого... Вот туда надо остановиться. Алекс, я к чему вас веду? У вас нет доказательств, у вас ничего нет. Вы просто, у вас вера в Бога, это ваши личные переживания, личные эмоции, личный опыт какой-то. Все. И на этом надо остановиться. Это не имеет никаких понимаете, ноль абсолютно аргументов для других людей. Марго, можно я спрошу? Спрошу вопрос. А что вам, например, было бы доказательством? Можно спросить? Да, Что можно являлось спросить. бы для вас? Сначала мы должны зафиксировать. Мы пришли к этому согласию, что ваш личный опыт, ваши личные эмоции, ваша личная вера, это только остается в рамках вашего организма. Мы пришли к этому, например, да? я, например, насчет другого скажу. Но мне для веры... Вы зафиксировали или нет? Да, я зафиксировал это, что вам это не интересно, мои личные. Нет, Я понимаю. не интерпретируйте мои слова. Мой личный опыт вендетты, эмоциональные переживания и личный опыт ваш, он остается в рамках тебя, меня и вендетты, каждого свой. И опыт вендетты, опыт твой, он не имеет никакого значения для меня, потому что я никогда, или ты, мой опыт, никогда мы друг другу личный опыт не докажем. Это невозможно, это нереально, это априори невозможно доказать. То есть это остается твоим Я согласен, да. Вы зафиксировали это или нет? Да. Я это зафиксировал. Все, да. У меня такая же самая позиция. Почему я должен... Я не верю всяким свидетельствам других людей. Я считаю, что нужно свидетельство любое
проверить как-то, или хотя бы были, чтобы ответственные люди, которые бы проверили это как-то. Молодец, Вот. молодец. Да, я не так, чтобы это. Но, например, если взять вот науку текстологию, да, то вы можете сами проверить все. Это очень интересная такая, вещь, которую можно смотреть и смотреть там насчет вот именно иудейских писаний. Очень интересно. И потом взять по этим текстам, делают же археологические раскопки. Вот, например, они вышли оттуда и шли там в северном направлении и пришли в такой-то город. И они начинают искать и находят этот город. Вот понимаете, что? Или, например, имена царей некоторых, их не знали, даже исторически, а потом находят, оказывается, да, вот был такой-то, такой-то, и это есть. Алекс, давайте я сейчас Да. сразу вот. Вы понимаете, вы просто говорите как описание, как исторических документов. Нет. Но можно же доверять Писанию, хотя там основной контекст нравственный, да, и вообще как бы о смысле человеческой жизни, но там и исторические вещи встречаются, которые трудно, их невозможно опровергнуть, можно сказать. Там не все еще открыто. Понятно, да. Ну понятно, но там в Писаниях написано, что есть пророк, есть там Бог и так далее. Ну, там нет этого доказательств. Это просто люди написали. Ну, это понятно. Но эти же люди хранили Писание, потому что они были очевидцами, они были свидетелями. Как вот они будут хранить Писание? Вот логически. Алекс, я тебе опять возвращаю. Мы же только что договорились, что у людей, у каждого человека свое субъективное переживание, свой опыт субъективный. То есть люди не могли записать в Писание свои субъективные переживания. И все. Ну, целый народ сталкивался с проблемой, А раскол Луны это неправда? Проверить надо. Ибрагим, Там нужно говорят, проверить. НАСА подтвердила, что когда Армстронг, они туда, летали, садились на Луну, увидели вот эту вот трещину и суперклей, как, ее Ты прилепили. меня, ты меня загнал в тупик просто уже все. Алекс, давай на сегодня с вами прекратим вот эту дискуссию, потому что слишком много для вас будет. Это, вот поспите там недельку, через месяц там обработайте эту информацию, эту логическую цепочку, и тогда можно будет возвращаться. А так мы сейчас дальше продолжать мы пока не можем. А можно мы фильм вместе, один фильм такой посмотрим, интересный сейчас, короткометражный? Алекс сейчас просто на частоту резко не сможет перепрыгнуть с одной частоты на другую. Нет, чтобы понять вообще, о чем речь идет, чтобы понять. Вот я сейчас включу. Ибрагим, это не про батюшку там, который я уже смотрел, который в рай попал там. Это жестоко. Привет, я Иван, а это Мария. Здравствуйте. Мы пришли сюда, чтобы пригласить вас поцеловать жопу Хэнка вместе с нами. Если вы поцелуете жопу Хэнка, он даст вам $1 миллион. А если откажетесь, он выбьет из вас все дерьмо. Так, я понял. Это какой-то новый способ выбивания денег, да? Нет, Хэнк миллиардер-филантроп. Он построил этот город, и он может делать все, что пожелает. Дать вам $1 миллион, но не может этого сделать, пока вы не поцелуете ему жопу. Я ничего не понимаю. Да, кто вы такой, чтобы сомневаться в подарке Хэнка? Вы что, не хотите $1 миллион? Неужели это не стоит маленького поцелуйчика в жопу? Стоп, Тогда пойдемте с нами целовать жопу Хэнка.
Так, окей. А вот вы, двое, часто целуете ему жопу? Да, все время. Серьезно? Ну и как, получили $1 000 000? Нет, на самом деле никто не получает денег до тех пор, пока не покинет город. Ну так покиньте город. Нельзя покидать город, пока Хэнк не скажет, иначе вы не получаете денег, и Хэнк выбьет из вас все дерьмо. О май гад. Ну окей, а вы знаете кого-нибудь, кто поцеловал вот эту жопу вашего Хэнка, уехал из города? Моя мать целовала жопу Хэнка много лет подряд. Она покинула город в прошлом году, и я уверен, что она получила эти деньги. И вы с тех пор не общаетесь? Конечно, нет. Хэнк не позволяет. А такой вопрос. А как же вы уверены, что вы получите эти $1 000 000, если, как вы сказали, не знаете никого, кто эти деньги в реале получил, а? Ну, он же дает немножко перед тем, как вы покидаете город. Может быть, вы выиграете в лотерею, может быть, вы получите повышение, может быть, вы найдете эти деньги на улице. Блять. А Хэнк тут при чем? У Хэнка есть связи. Знаете что, давайте, наверное, попрощаемся, я понял. То есть какой-то... Ну, разве не стоит попытаться? Это же $1 000 000. И запомните, что если вы не поцелуете жопу Хэнка, он выбьет из вас все дерьмо. Считайте, что вы меня заинтересовали. Окей, только у меня встречное предложение. Давайте-ка, наверное, я встречусь с этим вашим Хэнком, узнаю у него все подробности. Никто не видится с Хэнком, никто с ним не разговаривает. Так а как же вы ему жопу-то целуете, а? Ну, иногда мы посылаем воздушный поцелуй, думая о его жопе. А иногда мы целуем жопу Карлу, а уже он передает этот поцелуй Хэнку. Что вы говорите? У нас еще и Карл есть, да? Наш друг. Это он научил нас целовать жопу Хэнка. И все, что от нас требовалось, пару раз увидеться с ним. Пару раз увиделись, да? Еще, получается, увиделись. Он вам навешал лапши по поводу какого-то Хэнка со своей жопой, которую можно целовать и получать за это деньги. И вы хотите... Нет, на самом деле Хэнк много лет назад дал Карлу письмо, где все разъясняется. Вот даже копия. Взгляните. Целуйте Хэнку жопу, и он даст вам $1 000 000, когда вы покинете город. Не злоупотребляйте алкоголем. Выбивайте все дерьмо из людей, если они не похожи на вас. Правильно питайтесь. Этот список продиктован Хэнком. Луна сделана из зеленого сыра. Все, что говорит Хэнк, верно. Помойте руки после того, как вы сходили в туалет. Не пейте. Ешьте копченые колбаски только с булочками и никаких приправ. Ну и, конечно же, целуйте Хэнку жопу, или он выбьет из вас все дерьмо. Какая дрянь, а? Только заметьте, это все написано на бланке Карла. У Хэнка просто не было бумаги. Бумаги не было, да? А мне кажется, что после проверки вот этот почерк окажется почерком Карла. Правильно. Хэнк всего лишь диктовал. Хэнк диктовал, а вы же говорите, что никто не может увидеть с Хэнком. Не теперь, но много лет назад он говорил с некоторыми людьми. Так, забавный поворот. Девушка, вы, по-моему, в самом начале сказали, что Хэнк филантроп, правильно? Вопрос на засыпку. Это какой же филантроп выбивает, как вы говорите, дерьмо из людей только лишь на том основании, что они не такие, как он, а? Так хочет Хэнк, а Хэнк всегда прав. Да с чего вы это взяли? 7 пункт гласит, все, что говорит Хэнк, верно. Для нас этого вполне достаточно. А мне кажется, что это все придумал ваш друг Карл. Ничего подобного. 5-й пункт гласит, этот список продиктован Хэнком. Во 2-м пункте сказано, не злоупотребляйте алкоголем. В 4-м, правильно питайтесь. А в 8-м, мойте руки после того, как вы сходили в туалет. Ну все знают, что эти пункты верны. Значит, и все остальное тоже правда. Посмотрите внимательно, 9-й пункт. Не пей. Это напрямую противоречит 2-му пункту. Сейчас, значит, вот. А 6-й. Луна сделана из зеленого сыра. Я такого бреда в жизни не слышал. Вы понимаете, в чем дело? 9-й пункт не противоречит 2-му. 9-й пункт просто проясняет 2-й. Ну а 6-й? Вы же не были на Луне. Откуда вам знать? Ну да, я не был на Луне. А зачем мне там быть, а? Если ученые доказали, что Луна сделана из камня. Ну, ученые, они же не знают, откуда взялся этот камень. Из Луны или из космоса. Поэтому он вполне может оказаться зеленым сыром. Слушайте,
Я, разумеется, конечно, не эксперт, это да, но в любом случае это бред. Даже если ученые, как вы говорите, не доказали, что Луна сделана из камня. Ага. Вы только что согласились, что ученые могут ошибаться, но мы-то знаем, что Хэнк всегда прав. Конечно, так гласит пятый пункт. Следуя вашей логике, Хэнк всегда прав, потому что так гласит список. Список верен, потому что его надиктовал Хэнк. И мы знаем с вами, что его надиктовал Хэнк. Черт бы его разодрал. Да? Но это же замкнутый круг какой-то получается. Нет? Я не прав? Это все равно, что сказать... Хэнк всегда прав, потому что Хэнк сказал, что он всегда прав. Ну, наконец-то Что наконец-то? доходит. Так приятно. Ладно. Как там насчет копченых колбасок? Суйте колбаски в булочки и никаких приправ. Так угодно Хэнку. Все остальное плохо. А если у меня нет булочки? Ну, нет колбаски, нет булочки. Колбаска без булочки тоже плохо. Ага. И ни соуса, ни горчицы. Боже мой, не выражайтесь. Приправы любого вида – это плохо. Ну так, насколько я понимаю, кислой капусте с мелко порубленными колбасками вообще можно... Боже мой, это отвратительно. Такое может есть только какой-нибудь извращенец. Это вкусно, я ем это каждый день. Если б я знал, что ты один из тех, я бы даже не стал тратить время. Когда Хэнк будет выбивать из тебя дерьмо, я буду сидеть рядом, считать деньги и хохотать. Я поцелую за тебя жопу Хэнку. Ты безбулочный, порубленно-колбасный капустоед. Спасибо. Кому жопу целовать, извиняюсь. Ну, наоборот, Ибрагим, наоборот, Господь пришел и сказал, зачем кому-то целовать что-то. Наоборот, он сказал, не нужно этого делать. Да, только ему целуй. Нет, и ему тоже не надо. Ну вот где Он он сказал? пришел. Вот, Алекс, ну Он опять... Хорошо, он на вечере, Господь, когда был с учениками, он сказал, я не называю вас рабами, Алекс, я где называю написано? вас... Где да. написано? Алекс, я буду тормозить. Где написано это? Хорошо, про вечерю Иисуса Христа откройте, точно сейчас у меня нету под руками, но там написано, когда Иисус... Не, я не спросил, что там написано, я спросил, где написано. Новый Завет написан, Новый Завет, Евангелие. Так, Новый Завет кем написан? Апостолами Иисуса Христа. Апостол это кто? Подождите, не спешите, Это комментарий. те, кто непосредственно были рядом с ним всегда. Апостолы люди или ангелы, или кто они там? Конечно, люди, Да, такие, как люди. мы с вами. Люди, да, люди. Окей. Люди записали. Да. То есть ты веришь людям? Любая Это информация, как Карл записал про вот передачу Хэнка, вот так вот, да? Да, Старого Завета взяли, изменили и написали. Нет, Старый Завет не меняли. Старый Завет... Не отвлекайся, Алекс, не отвлекайся. Старый Завет, Ветхий Завет, не отвлекайся. Да. Мы говорим, написали какой-то завет, вот завет какой-то. Это апостолы. Апостолы – это люди. Ты веришь людям. Все? Ну, конечно, смотря кому. Вот вы тоже верите людям. Кому-то вы доверяете, кому-то нет. В смысле, У вас где есть я верю? аргумент. Покажите мне, где я верю людям. Допустим. Вот общество, человечество верит У вас есть каким-то аргументы людям. кому-то. Ну, допустим, какой-то человек. Ну, любой, например, там мама что-то сказала, это тоже человек. Или там отец что-то. Вы, например, вы доверяете, потому что у вас есть аргументы. Вы проверили человека. У вас нету аргументов не доверять этому человеку. Так же самое вот апостолы общались с Иисусом Христом.
У них нету этих Подождите, аргументов не доверять. Они видели всю его жизнь. Да. Подождите. То, что отец, мать, там, сосед, одноклассник говорит, я могу перепроверить опытным путем. Документально И это зафиксировать. так же самое. Абсолютно так же самое и апостолы проверяли Где? его Иисуса Христа. Как я могу проверить И- апостолов? Ну, честно. Как? Нужно начать Как я читать, Не, изучать. подождите. К нам пришла книжка. Она написана людьми. Там какое-то содержание. Вы говорите, что надо теперь верить людям, которые написали эту книгу. Нет, проверьте этих людей, испытайте, Если правильно они, ли это написано. недоступны мне сейчас, эти люди. Ну, исследуйте, Они о чем они говорят. О чем они говорят. Им не О обязательно чем- быть с вами сейчас. Окей, о чем они говорят, где-то написано, да? Да, Да, вот подождите. Да. Вот где это написано, это тоже написали люди. ну, конечно. Ну, а что нам ждать, например, Алекс, что ангелы нам... Алекс, не уходите. Мы опять пришли к Нет, людям, мы нет. верим людям. Подождите, мы верим людям, которые написали о апостолах, которые написали какие-то книги. То есть, получается, мы по цепочке опять верим людям. Понимаете? Но они повествуют о событиях, потом они также само рассказывают критично свои... То есть, получается, эти книги не от Бога, они от истории, людей. то есть у них Алекс, нету, если там Петр, например, Алекс, отрекся от Иисуса, Вы там, У вас Не-не. интернет, видимо, А- опаздывает. Подождите. То есть вы сейчас сами признали, да, что это написали люди, что все книги не от Бога, то есть все книги от людей. Также мы пришли к ну этому это... выводу. Пришли Нет, же к это этому книги от выводу. Бога как раз. Ну как от Бога? Ну где написано, что они от Бога? Люди написали Ну, внутри книги, что это книга от Бога. То есть мы должны верить людям, которые написали в книгу, что это книга от Бога. Вот так? Нет, ну там, например, говорится о таких вещах, как, вот, например, если взять заповеди. Вот что они принесли такого, в чем бы они были заинтересованы? Там заповеди. Возлюби Бога и возлюби ближнего своего, как самого себя. В чем там Подождите, ну, подвох? Алекс, где там доказательства, что это от Бога? Это люди могут написать. Солнышко светит, трава зеленеет, надо любить друг друга, не убивайте друг друга. Я тебе могу сейчас написать это все. Хоть 100 заповедей. Не нарушайте личное если- пространство. Вот, посмотрите, вот сейчас человечество вот в прошлом веке написало международное, как это называется, сейчас забыл, ну вот по правам человека, да, там трактат. Там написано, короче, народы имеют право на самоопределение, там про личное пространство, что нельзя делать преступления, увечья, там, лезть кому-то в голову, навязывать какие-то идеологии. То есть люди сами написали практически, можно назовите их заповедями. То же самое. Просто тогдашние люди тоже написали какие-то заповеди в соответствии с их пониманием мировоззрения. То есть это своего рода тоже, можно сказать, какое-то права человека. Не убивайте. Ну, естественно, это плохо убивать. Это опытным путем доказывается. То есть ты идешь, убил человека, это опытным путем доказывается, что это плохо. Там для этого не нужен Бог, понимаешь? Ты же это сам своими глазами видишь, что это плохо. Марго, да, можно я спрошу тебя, например, ну, а если ангел придет к тебе, ты поверишь этому? Если вот, например, придет ангел, реально такой весь сверкающий, весь огненный, там, и будет говорить, что ты поверишь? Жабраилович. Я тебе Ты могу поверишь? ответить. Да, я тебе могу Да. ответить. Смотри, я тебе отвечаю. Я вчера ночью, ко мне приходил ангел.
Ну хорошо, ты поверишь ему? Ну, я вот приходил ко мне ангел, вот все, я тебе говорю, приходил ангел от Бога ко мне, пришел и со мной пообщался. Я Да, тебе, вот у вот, меня я тебе, вопрос. я Вот, тебе что? вот даже если ангел, вот должны же существовать какие-то логические такие здравые нормы, которые даже если ангел, вот написано вот в Новом Завете, даже если ангел придет и будет говорить неправильно, не то, не верьте, ничему не верьте этому. То есть оно должно все быть обосновано, оно должно быть полезным, оно логически обосновано. Ну, например, если человеку, Вот именно, Алекс, если вот человеку, именно. да, если человеку доказать, например, вот что вот сейчас в Россию прийти и говорить: вы в коме все находитесь, ваша страна находится в коме, ваши судьбы людские изуродованные, вот, ну, например, ну, это же реально здраво, можно сказать, если вот так вот логически. Вот если подходить к этому описанию, то вот так же самое Бог поступает. Он не просто какие-то иллюзии там, кому-то что-то поцеловать и какие-то мечты сбудутся. Мы, Ну, это же абсолютно. Алекс, вы сейчас говорите, мы же говорим, что Писание, есть вот Писание, они написаны Да, да, людьми. вот я и говорю. Мы пришли к единому мнению, вот во время разговора, что все Писания написаны людьми. Мы, значит, верим в людей. Все, вот на этом мы должны остановиться. Ну, это же наши братья, это же наши там, кому это Мы, было дано. мы Это те верим, люди, мы- которые жили с нами, у которых были свидетели, у которых были, ну, где это это не просто написано? так люди, вот, Где написано, ну, что у них были свидетели? Где написано, что были ну свидетели? представьте, вот Не надо, если смотреть на... не надо представлять ничего. Мы говорим аргументами и доказательствами. Ты Да, говоришь, вот что сейчас аргумент. да, у этих людей были какие-то основания, у них были какие-то свидетели. Где это написано? Фарго, вот аргумент, одну минуту. Вот если взять, например, иудейский народ, евреев, например, мы все понимаем, что очень много там умных людей, здравых людей. И вот взять исторически, почему все думают, что они такие глупые, что вот они сохраняли это писание без всякого основания, взяли для себя какие-то иллюзии, выдумали, и они вот это все несли всю жизнь и страдали из-за этого? Почему они не принимали другую веру, почему они не принимали то? И обвинить вот этот народ как бы в безумии в каком-то. Ну а если логически взять, то эти люди, они очень много испытывали, они очень, если из логики не убирать всемогущего Бога, они видели чудеса, они видели, и они следовали за этим, они хранили эти писания как зеницу ока. Если вы посмотрите, как записывались тексты, то каждая буква была под номером. Если, например, старел свиток, они писали новый свиток и каждую букву под номером. И если в конце свиток по номеру число не совпадало, то они уничтожали, сжигали этот свиток, потому что там, значит, была какая-то ошибка. Номер должен совпасть один к одному, перепись. Поэтому все текстологи пришли к этому мнению, даже критики пришли к мнению, что Тора абсолютно не искажена. Она как переписывалась из поколения в поколение, так оно и есть. Так, И, Алекс, да, я да. останавливаю вас. Мы говорим об искажении Писания или о том, что Писание от Бога? Мы сейчас о чем говорим? Я говорю о достоверности. Вот я привожу в Ну пример так израильский народ. я полностью согласен с достоверностью, с Коранами, там, всеми этими книгами. Я говорю, что это написали люди же. Ну да, но люди Ну, разные все. же. Вот бывают люди, например, звери, они уже теряют человеческий облик, Нет, сейчас, а бывает... Алекс, не уходи в метафоры. Ты в метафоры, абстракции уходишь.
Мы говорим документами. Мы в суде находимся. Ты принес Писание. Писание кто написал? Люди. Зафиксировали? Ну, а у кого-то другое мнение было от Бога, да, люди записывали, которые имели общение с Богом. Где написано, что у них было общение от Бога? Фаргой, у тебя может быть общение с Богом, это Вот, реально. Алекс, мы опять сейчас в метафорой. Ты говоришь. Но Ну, это реально. Это я реально. основываюсь на твоих словах. Ты говоришь, Писание написали люди. Потом я тебе говорю, да, значит, мы верим. Нет, ты говоришь, люди основывались на контакте с Богом. Где написано, что они контактировали с Люди, Богом? Где написано, люди, где это написано, люди что... были, которые соблюдали, за которыми люди наблюдали. Они вот как, например, Алекс, они, да, где это написано, я тебя спрошу? ну, не знаю, как сказать, Фарго, я Ты думаю, просто, что... получается, от себя просто говоришь просто. У тебя нету подтверждения своим словам, Ну, получается. я не вижу в этом ничего плохого, что люди это записали. Это же никто попало Да при писал. чем тут? Да мы не говорим, это плохо или хорошо. Там есть много книг, Mein Kampf есть, это плохая книга. Мы не говорим, она плохая или хорошая, мы не об этом речь. Мы говорим о том, что книгу написали люди. Ты сам это говоришь, что люди написали. Значит, мы Ну, верим людям. нет, они не придумали ее. Они не придумали. Даже Почему ты так решил? Почему ты так решил, что они не придумали? почему я так решил? Потому что, ну, то, о чем они пишут, какое там учение есть, чему они учат, вот нравственная линия и так далее, взять любые моменты, то я вижу, что в этом есть порядок, соответствие, как бы ничего нету такого, что не нужно человеку. Вот, например, 5 раз молиться. Почему 5 раз молиться? Вопрос стоит, там нету этого. Почему надо там левой рукой открывать там туалетную дверь, например? Там нету этого. Вот. Там все здраво, например. Почитай отца и мать. Что в этом плохого? Это же все как бы нормальные вещи, и мы понимаем это. И когда общество, да, Алекс, опять зачем? Вот я тебе говорю, лучше давай сейчас остановимся, вот зафиксируй все, наш диалог в голове. Хорошенько там поспи, подумай, проанализируй. Пусть это настоится. Бывает, вот ты тесто ложишь там, да, вот тесто бывает, она настояться должно, да, как-то чуть-чуть. Там растение посадил, оно должно чуть вырасти. Семечко закинул, там дерево. Вот мы сейчас, считай, посадили семена, положили тесто. Пусть теперь это все настоится, чуть-чуть из этого что-то вырастет. Я вижу, что вы не готовы к нашему общему диалогу. Мы на разных частотах говорим. У вас какой-то блок стоит, какая-то граница, какие-то рамки. Вы верующий человек, вы хороший человек, пацифист, от вас веет добром на 100 километров. Это видно даже через интернет. Но просто мы сейчас говорим на разных частотах. Пусть это все настоится, давайте поменяем тему. Просто это дальше по кругу мы идем. Вы не понимаете, о чем я говорю. хорошо, Фарго, спасибо вам большое, что вы, как сказать, имея другую точку зрения, проявили ко Так, мне Алекс, я перебью. снисхождение. Подождите, это не точка зрения, не накидывайте на меня. Это не точка зрения, это не мнение. Ну хорошо, как бы противоположный аргумент имея. Нет, не противоположное. Нет, опять я говорю, вы не на той частоте, вы даже не можете оценить наш диалог, вы даже не можете оценить, о чем я говорю. Настолько вы далеки. Поэтому я говорю, пусть это настоится, не оценивайте, не делайте оценку сейчас никакой моим словам, этому диалогу. Вы не готовы к этому, вы очень далеко от этого. Это неплохо или нехорошо. Я не говорю, что вы плохой или какой-то там это другое. Вы просто на другой частоте. Ничего там плохого, хорошего нет. Просто факт. Оставьте эту тему, не оценивайте.
Да. Еще, Фарга, последний вопрос. Можно тезис, вот, например, какой у тебя основной для моей мысли? Скажи мне, чтобы я вот, скажи мне тезис, чтобы я, что именно я, ну, какую линию я должен взять, вот, когда я отдыхаю, что, о чем я конкретно Да, должен Алекс, подумать. Алекс, я не пророк, не апостол или кто-то еще, чтобы тебе что-то говорить, как ты должен думать, куда думать. Ты должен сам своей головой выйти из рамки, расширить горизонты мышления, убрать эти красные флажки и спокойно подумать в зеркало, честно, сам с собой, без всяких шаблонов и так далее. И вот я еще ничего не могу тебе сказать. Просто вот возьми вот наш диалог, зафиксируй и его так обмозговывай там день за днем, иногда там в свободное время. И все. Ничего не надо, никаких я не могу тебе направлений дать. Просто хотя бы просто оцени, проанализируй наш диалог и все. Постарайся. İbrahim, sen video şey etmek olsun. Zovу. Давай. أخو ليلة تعالي لي ليلة عارفة نخش خلاص الدش الليلة مش تعالي لي مو هدا شو نزار إلا مو خورو ده مسانا مجيك شو أنا مجيك Это просто тиш вот ahomna забордез окус уже теш что идолгар теш МММ خلا лохотронш خلا наперстинг خلا مثلا тиш حالي انا دقو короче полцунах зихарла турчан خلا хайна خلا обществон خلا хажим уже перепроверять да андайвы хадюцек дуй вот допустим хайали собордел авел и Мичер Блошо, Мичер Делла он, حاجات источник. So jetzt auch die حملوا تيش حملوا خدوا Мичер Вел. هذا سويتن هذا سويتنا حاجات доказательства حاجات هذا سويتنا. Мичадо, а сюах тиш бог, а сюах мир тиш, а может какой-то там лохотронщик уго. Су Мичер حملوا Хакерчу версия доказательства возможно лохарю хакерчу. Самояц, возможно самояц. Акорчувал. Акорчу ахуду он хугина, он хухина. Ода связи велес возможно доказать не доис. Любой нактиве сюда свайт на эр, короче, он тахума эдисан, короче, он тут я хавел, и короче, хай семья, хадюзу, хай целый народ полностью шедемири моё это. И моду хуза, дюцек. Ты же не просто сам рискуешь своим положением, позицией, своей честью, гордостью. Ты подставляешь весь народ. Тантагах тишатеш, аятах тишатеш, стих юист, хуяла, хавиан, пестию, хавиан, талмадюцы, короче. Ты за тобой весь народ стоит. Тунах тишатеш, оху дюцек, ну боже, дюцек дал делер боже. Полностью народ государство демири моё по факту модуис. Это же не просто сон, это по факту с нами произошло. Может, надо прекращать? Да, يفتو تحقيق الحيوان вообще не объяснить тебе насколько. إيش تخليهم دواء إيش دواء إيش هذا بيش الله ركنجي
вот Алекс вор хавиан. Нет, Алекс, нет, я хватит, да, дело, дик, ну, хасхунос дюйцо. Вот Бог же говорит, там вот такие нравственные, это. А ночью будет, вот, ладно, к примеру, бавай, ну, хавиан, ну, цунах тишатеш, да, дело, короче, все, пошли дальше за ним. О, как хорошо, как нравственно, травка зеленеет, солнышко блестит. Все так прекрасно, короче. Все, а потом какой-то момент, короче, Хар Воловели Давол, уходит он со сцены, ушел, нету, не существует. Приходит чувак, открывает его писание, о котором этот чувак говорит. А этот чувак, Алекс, само писание нам не показывал. Мы не знали, что там. Он сказал просто, что там очень круто все написано, и все это от Бога. Этот чувак уходит. Приходит другой чувак, в какой-то момент, где живет это общество, короче. И потом приходит и говорит, а вот здесь вот там надо пойти, короче, и, короче, меч Бога взять, короче, и движение навести. Там в Библии написано, кстати. Я принес меч. Иисус пишет, Иисус, вот Иисус, да, они же, может, Иисус этого не говорил, но люди-то написали, а мы верим в то, что в это Писание. Мы говорим, что это от Бога, люди написали, там написано меч, я принес вам меч. И накинули на Иисуса. Я думаю, скорее всего, накинули. Может, это вообще чувак там просто ходил, действительно, какой-то пацифист типа Алекса там, не убивайте туда-сюда, может, там ходил, такой ромашка такая, да? Человек-ромашка, одуванчик. Они взяли, короче, накинули на него меч. Сначала зацепили миллион людей туда, а потом в какой-то определенный момент, ввиду своих каких-то политических целей, взяли, короче, туда впихнули этот стих, меч принес. Так, теперь, короче, пошли с мечом. И хульцунок, короче, перепроверять, да, ада, дизу, громилю, да, свайтан, цавайтан, агайтова, меча, подтверждение меча его. А, дюйся, худу, а я один хочу. Это вот, то, что написано, это кружка или это стол? А то ты через 1000 лет будешь, мне какие-то люди придут, говорить будут, нет, это не кружка там написано, это стол написано, это облако написано. Напишите четко, вот это вот кружка, вот это вот стол. Не надо там, у этого значения 1000 определений. Нам не надо вот этого 1000 определений. Нам если от Бога, то нужна от Бога четкая информация. Понятная для любого человека, даже необразованного. Потому что необразованных людей намного больше, тем более в те времена. Бог должен был, что в те времена необразованных людей намного больше. Образованных было 0,1%. Сейчас уже стало там 20-30%, может, там, да, населения. И то, короче, большинство населения, они не образованы. Нет доступа к воде, нет доступа к обычным цивилизованным комфорту. Миллиарды людей. Гуш, мы же видео, Бангладеш, не Бангладеш, там падишахи их не живут, припеваючи в бассейнах купаются, остальной миллиард их подчинений, рабы их, они там в мусорках копаются. То есть, зная, что тогда были необразованные люди, должен был понять Писание, которое доступно будет любому бомжу, любому человеку, любому необразованному. А тут что получается? Даже тут ученые, академики наши, вот сейчас наши чеченцы, которые уже и опыт жизни получили, и получили высшее образование, прошли огонь и воду, медные трубы, даже они не могут определить четко, что говорится в конкретном тексте. Вот здесь это имеется в виду или другой имеется в виду? Бяхма билась,